Добрый день, уважаемые абитуриенты! Мы рады приветствовать вас в Башкирском государственном педагогическом университете имени Мифтахиддина Акмуллы. Мы сегодня с вами встречаемся, чтобы разобраться в вопросах поступления, чтобы мы могли ответить на ваши вопросы, которые очень часто поступают, и заодно еще раз напомнить вам о тех важных датах и событиях, которые вас ждут. И первый мой гость – это первый проректор по стратегическому развитию Мустаев Алмаз Флюрович. Слово вам. Сейчас вот идет самая такая горячая пора, чтобы вы могли сказать нашим абитуриентам и тем, кого мы уже зачислили. Добрый день, уважаемые абитуриенты, студенты, родители. Я думаю, что аудитория будет именно такая, вы будете подключаться. Мы постараемся максимально сделать без лишней теории информации, максимально ту информацию, которую мы считаем для вас полезной. И кроме того, во время нашей работы очень много вопросов задается и до сих пор задается на горячей линии. Конечно, мы бы хотели остановиться на этих вопросах. Но прежде всего я бы хотел поздравить те 170 человек, которые у нас уже зачислены. Вы знаете, что сейчас прошли процедуры зачисления по всем вузам страны, и лица без вступительных испытаний, победители олимпиад, значит, особая квота и целевики уже зачислены во всех вузах. Это нужно знать и отслеживать, потому что количество контрольные цифры приема, они учитывают эти категории, и, конечно, оставшиеся места вы должны высчитывать, которые идут на общий конкурс. Я бы хотел обратить внимание на то, что сейчас осталось 2 дня, 10-11, для того, чтобы вы поставили согласие, выбрали вуз, в который вы, ну, мы надеемся, что это наш университет, конечно, подумали, выбрали. Почему не рекомендую оставлять все на 11 число, на 5 вечера, грубо говоря, потому что мы видим, система может быть перегружена, сайты, электронные кабинеты, потому что по всей стране такая ситуация, и мы вам советуем сделать, подумать еще раз, ну, не оставлять, скажем так, на последний момент. Мы также получаем много информации по поводу заселения в общежитии, когда это будет, по какому графику. Об этом тоже наши коллеги расскажут. Сразу хочу сказать, вопрос, который обсуждается насчет прививок, значит, вакцин. Я хочу сказать, что могу, по крайней мере, обращаться на интервью Фалькова, министра образования и науки Российской Федерации, который говорил, что принудительной вакцинации не будет, но в то же время, ребята, на своем личном опыте могу сказать, что, ну, мы рекомендуем, я вам рекомендую лично все-таки привиться, потому что ситуация, она остается достаточно напряженной. Кроме того, мы обязательно вам расскажем, если вдруг вы не попадаете на бюджет, рассчитываете на коммерческую форму обучения, как это сделать, это тоже требует определенных действий в личном кабинете. Ну и, конечно, мы наших первокурсников тоже расскажем, что интересного ожидает буквально в первые числа сентября. 1 сентября мы планируем торжественную линейку, будет интересная для вас программа. И что касается ближайшего времени, ближайшей недели, там будет тоже очень интересная программа, в том числе и адаптивный лагерь, который мы одни из немногих в стране делаем, который позволит вам подружиться, получить ответы на насущные вопросы, ну и так далее. Еще раз хочу выразить надежду, что аудитория, с которой мы общаемся, ориентирована на наш университет. Наш университет, ну, кроме того, что он единственный педагогический университет, мы имеем широкую образовательную повестку и достаточно значительные средства тратим и на материально-техническую базу, на обновление оборудования. И кроме того, буквально из последнего, в ближайшее время у нас появится президентский технопарк на базе педагогического университета. То есть поддержка и развитие педобразования, конечно, будет. Я желаю вам удачи, здоровья. Надеюсь, вы правильный выбор свой сделаете. Теперь перейдем именно к вопросам, связанным с вопросами поступления. О них я расскажу уже лично я. Я начальник управления рекрутинга и карьерного развития Илюшина Наталья Степановна. И
Те вопросы, которые вы прислали, я вижу, я на них отвечу в конце своего выступления. Как раз-таки, может быть, еще возникнут вопросы, которые вас интересуют. Первое, о чем я хотела бы вам рассказать, это по поводу согласия. До сих пор идут вопросы, поступают вопросы, что это такое, что нужно сделать, как его подать. Согласие это находится у вас в личном кабинете, есть такая кнопка, так и написано у вас «Подать согласие». Когда вы нажмете эту кнопку, у вас появится документ. Вот его нужно будет распечатать, проверить, подписать синей пастой и либо сфотографировать, либо отсканировать и прикрепить в свой личный кабинет. Тогда это будет считаться, что вы дали согласие на зачисление. Это не просто нажать кнопку и не просто где-то сказать, что вы согласны. Обратите на это внимание. Следующий момент. Очень много вопросов поступает по поводу того, где найти рейтинги и как ими пользоваться. Все рейтинги тоже находятся у вас в личном кабинете. У вас слева есть меню такое большое, очень полезное, там много всего интересного. И там есть конкурсная ситуация. Когда вы нажмете на эту кнопочку, у вас появятся фильтры, которые настраиваются, и там вы сможете выбрать свою форму обучения, свой факультет, и уже увидите списки. Там они зашифрованы, там вы не увидите фамилии, вам нужно будет искать себя по номеру СНИЛС. У кого нет номера СНИЛС, у тех идет зашифрованный, вы тоже видите этот номер у себя в личном кабинете, ваш личный номер. Вот как пользоваться рейтингом? Здесь нужно немножко вспомнить будет математику. Например, вы смотрите, сколько у нас контрольных цифр приема, то есть сколько бюджетных мест. Теперь, если вы заметили, кто следит за ситуацией, у нас уже бюджетные места на общем конкурсе увеличились, туда перешли места, которые остались невостребованными по квоте. Поэтому вы сегодня можете посмотреть уже более точно свою позицию. Вы смотрите, сколько бюджетных мест, смотрите, сколько абитуриентов дали согласие, и смотрите, где ваша позиция. Вы находитесь прямо вот в этим, ну, например, 20 бюджетных мест, вы, например, там входите в эту двадцатку, значит, вы точно уже, ну, пока на данный момент, когда вы смотрите, вы точно входите в список на претендентов на зачисление. Если вы находитесь, например, 20 мест, а вы условно, не знаю, 300-й, здесь, конечно, вы понимаете, что шансы попасть на бюджет очень-очень маленькие, поэтому нужно посмотреть еще другие варианты. Вы все подавали на несколько направлений, на несколько специальностей, посмотрите, где у вас больше шансов. И не забывайте, что, как я уже говорила, зачисление будет происходить только при наличии вашего согласия. Поэтому, если вы просто видите, что вы проходите, но вы не подавали согласие, срочно нужно его подать, иначе мы не сможем вас зачислить. Здесь как раз-таки вопрос подошел в тему, один из первых, когда будут приказы о зачислении. Дорогие абитуриенты, хотела бы напомнить несколько дат. Во-первых, у нас по бакалавриату, для тех, кто поступает на программу бакалавриата на заочную форму бюджет, еще идет прием документов до 16 августа. Дальше конкурсные списки по заочной форме обучения будут 26 августа. Те, кто поступают по общему конкурсу на очную форму обучения, бюджет, у нас с вами 11 число, 11 августа. Это последний день приема согласий на зачисление. До 6 вечера, это 18:00 уфимское время, вам необходимо подать согласие. Если вы не успели и подали согласие даже 18 часов 1 минута, система автоматически не сможет принять ваше согласие. Поэтому, как уже говорил Алмаз Леурович, вам стоит заранее беспокоиться вот этой процедурой, потому что в последний день наверняка все абитуриенты начнут выбирать, начнут подавать свои согласия, и действительно у всех вузов будет большая такая нагрузка на серверы, и что-то может произойти. Поэтому обеспечьте себе такой безопасные последние 2 дня, чтобы вы не нервничали и были уже уверены, что вы спокойно сможете поступить. После того, как вот до 11 у нас принимается согласие, приказ по бюджетникам, бакалаврам, очникам будет 17 августа. Вы его тоже сможете увидеть, во-первых, в личном кабинете. У вас там будет пометка, что вы зачислены. Приказ будет размещен на сайте и будет также размещен в нашей группе ВКонтакте. То есть, в принципе, легко сможете найти и посмотреть.
Следующее по магистратуре. Здесь тоже хотел бы, вдруг нас смотрят те, кто поступает в магистратуру. У нас еще идет прием документов на коммерцию по очной, очно-заочной и заочной формам. Здесь до 18 августа. Поэтому, если кто еще не поступил, тоже можно успеть. Также один из популярных таких вопросов, что делать, если не прошел на бюджет, можно ли сразу подать согласие на коммерцию. Но если у вас ситуация такая, что вы понимаете, что на бюджет уже точно не проходите нигде никак, то уже можно действительно выбрать коммерческую форму обучения. Здесь вам нужно тоже зайти в свой личный кабинет. У вас там будет внизу, слева в меню, пункт договора на обучение. И там как раз-таки можно будет подать заявку на платное обучение. После того, как мы получим вашу заявку, мы вам оформим договор, вобьем там все правильные реквизиты университета, специальности, названия. Потом мы отошлем его вам, вы увидите его в своем личном кабинете, вы сможете его распечатать, проверить. Обязательно нужно вписать будет свой номер ИНН и уже подписать, сходить оплатить. Насчет стоимости тоже можно посмотреть всю информацию на сайте в разделе «Платное обучение». Там есть все цены по всем формам обучения. Поэтому тоже посмотрите внимательно. Этой процедурой тоже уже можно заняться. Также прошу обратить внимание, что у вас есть в личном кабинете вкладка «Нормативные документы». Там очень много всего интересного размещено, тоже периодически туда заходите, там как раз-таки и новости вывешиваются, и все документы, там есть как раз-таки инструкция о том, как заключить договор на платное обучение. Так, следующее еще, что я хотела бы рассказать, это, наверное, про оригиналы, очень много вопросов. И очень много желающих привести уже оригиналы. Оригиналы, в принципе, можно привести. Мы работаем без выходных с 9 до 6. И если вы привезете свой оригинал, вам обязательно дадут расписку, не переживайте. Они хранятся в сейфе, никуда от нас не денутся. Их уже можно привезти. И теперь давайте перейдем, наверное, к вопросам, которые поступили от абитуриентов. Ну, насчет вопроса, что нужно покупать, чтобы была возможность работать в системе дистанционного обучения, я думаю, здесь хватит обычного компьютера с видеокамерой и микрофоном для того, чтобы вы могли, если что, общаться, выходить на связь. В принципе, обычный ноутбук с камерой до этого достаточно, ни у кого не было никаких проблем, даже, в принципе, с телефона тоже выходили. Так, вот ответ Фьонг Тхи Лань. По поводу индивидуального обучения. Действительно, есть такая возможность. Можно перейти на индивидуальный график обучения. Для этого нужно будет в деканате в своем написать заявление, и дальше вам расскажут всю процедуру, как это все оформляется и как это делается, в какие сроки вы будете сдавать сессию, как вы будете сдавать промежуточные какие-то работы. Это все вам там уже объяснят. Какие дальнейшие действия для поступающих по целевому? В принципе, если вы уже попали в приказ, который вот у нас первый прошел по бакалавриату по очной и очно-заочной форме обучения, вы, в принципе, уже вот досмотрите наш эфир до конца. Здесь вам расскажут, какие мероприятия ждут первокурсников, что нужно будет сделать для заселения. Здесь вам уже более подробно расскажут. Есть ли список того, что нужно купить для учебы на художественно-графический факультет? Здесь, я думаю, вам при первой встрече, вот как раз-таки, когда у вас будет первое собрание на факультете, вам уже расскажут конкретно, на какой предмет, что нужно, как выбирать бумагу, как выбирать карандаши. У вас там будут первые такие занятия, вам все это расскажут, покажут. Список учебников и канцтоваров факультет психологии. Насчет списка учебников вас зарегистрируют в нашей библиотеке. Почти всю литературу, наверное, вам дадут на руки. Вы сможете забрать ее домой, пользоваться в течение срока обучения по мере надобности. И насчет канцтоваров, тут, я думаю, обычные школьные канцтовары, ничего сверхъестественного. То, что вы привыкли использовать, тетрадки, какие-то письменные принадлежности, это все уже как вам удобно. Будут ли давать общежитие иногородним на коммерческой основе, когда будут документы населения и где взять? Это, я думаю, мы попозже на этот вопрос ответим.
Так, здесь тоже про общежитие, сейчас, секунду. Так, насчет нового учебного года в очном формате или в дистанционном, пока ориентируемся полностью на очный формат, не было никаких у нас установок, поэтому пока мы думаем, что мы будем учиться очно. Если что-то вдруг изменится, мы, конечно, скажем, сообщим, не переживайте, вы об этом все узнаете. Так, когда выбирается второй язык, если поступаю на лингвистику? Здесь тоже вам всю процедуру объяснят на первом вашем собрании. Обычно это, сейчас, конечно, боюсь вам соврать, обычно делается тестирование внутреннее, когда уже по уровню знаний формируются группы. Возможно, эта процедура тоже у вас будет на факультете, но лучше вам расскажут именно на первом собрании абитуриентов, как вас будут делить, в каких подгруппах вы будете обучаться, как будет происходить выбор языка. Здесь, не переживайте, главное, чтобы вы смогли поступить, и все остальное уже осилите. Где смотреть конкурсные списки для колледжа? По идее, также в личном кабинете. Есть такая же тоже функция конкурсные списки колледжа, поэтому тоже также вы можете ею пользоваться. Единственный фильтр настраивайте, что это уровень СПО. Будет ли так дистанционка в колледже? Насчет колледжа дистанционной формы обучения здесь тоже нужно будет уточнить ближе уже к 1 сентября, пока никаких не было установок. Так, где подавать согласие, я уже рассказала, смотрим в личном кабинете, ищем такую кнопочку, выбираем одно направление, которое вам нравится. Здесь, кстати, обратите внимание, у вас должно быть активно одно согласие в одном вузе на одну специальность. Те дети, абитуриенты, которые подали согласие в несколько вузов, и так произошло, что даже зачислились, мы таких абитуриентов видим. У нас уже сейчас даже пришли списки тех, кто прошел в несколько вузов. Здесь чем вам это грозит? Хорошо, что если мы на раннем этапе это выяснили и нашли вас, и особенно, относительно безболезненно этот вопрос решили. Если этот вопрос вскроется после 1 сентября, то все вузы, в которые вы зачислились, могут вас отчислить за нарушение порядка поступления. И, соответственно, вы потеряете год и будете ничейным студентом. Поэтому здесь очень внимательно, не могу говорить, какие у кого санкции будут, поэтому просто, если вы поступили случайно в несколько вузов, вам нужно все равно определиться с одним конкретным и отозвать свои заявления из других вузов. Так, если почта недоступна, можно ли создать новую? Здесь, я так понимаю, что вопрос про почту, с которой вы проходили регистрацию. Лучше, конечно, восстановить пароль от старой, потому что на эту почту вам приходят все оповещения и ссылки на экзамены, если вы поступали, еще не сдавали экзамены. И на эту же почту, получается, вы привязаны к этой почте, поэтому лучше восстановить ее любым способом. Так, для абитуриентов после СПО могут по каким-либо предметам оформлять перезачеты. Да, для тех студентов, которые будут учиться на базе СПО, предусмотрено сокращение сроков обучения, но это тоже вопрос будет решаться, когда уже все зачислятся. Вы в деканате уже будете, числиться, что вы на базе колледжа, ваши дипломы с дисциплинами будут сверяться с учебными планами, по которым вы будете обучаться, и будут искать соответствие, и действительно все, что можно будет, вам перезачтут. Поэтому, но этот вопрос будет решаться только на факультете, уже когда вас всех зачислят. Сейчас я не могу сказать, кому что перезачтут и на какой курс там вас могут посадить. Это все решится буквально в течение 1-го месяца после поступления. Так, могу ли попасть на бюджет, на ПСО с баллами 4,9? Сложно судить, не вижу сейчас вашу ситуацию по рейтингам, но в принципе баллы очень хорошие. Если вы дали согласие и привезли оригинал. Здесь, кстати, прошу обратить внимание, что в колледже не только согласие нужно на зачисление, но и привести оригинал, чтобы иметь право претендовать на бюджет. Так, сейчас нам еще раз отобразят вопросы, и я отвечу. Так, когда начинается заочное обучение? Здесь в основном заочники приступают к учебе с 1 октября, но могут быть разные учебные графики, поэтому после зачисления, как вы увидели себя в приказе, можно будет уже позвонить на свой факультет. Контакты все находятся у нас на сайте.
И можно уже будет уточнить, когда сессия. Потому что очень часто бывает первая установочная сессия, она длится 2 недели, на которой вы знакомитесь, вас учат пользоваться различными системами и уже объясняют полностью, что, когда будет. Так, можно ли оплатить платное обучение до окончания конкурса на него, а если не пройду? Если так случилось, что вы оплатили платное обучение и вдруг не прошли по конкурсу, здесь легко все это решается, вы пишете заявление, и деньги вам просто вернутся на вашу карточку. Здесь не переживайте, деньги никто у вас не заберет. Так, каков срок обучения в колледже после 11 класса? Вот насколько я помню, после 11 класса, если про бюджет, то там только заочная форма обучения, поэтому там, по-моему, удлиненные сроки обучения. Лучше это все посмотреть в зависимости от программы еще, поэтому можно зайти на сайт приемной комиссии абитуриентов, вкладка «Колледж», и там есть такой документ «Количество мест по условиям поступления». Там посмотрите, в зависимости от того, вы на бюджетную, на коммерческую поступаете, на какую программу, там есть количество мест и срок обучения. Когда будут объявлены списки поступающих на магистратуру? Здесь еще идет у нас магистратура, прием документов до 18 августа. Конкурсные списки по бюджету будут 20 августа. Они также будут на сайте и в личном кабинете. В принципе, у нас конкурсные списки обновляются каждые 30 минут, поэтому это очень часто. Поэтому вы можете практически в режиме реального времени отслеживать свою ситуацию. Так, что нужно покупать на физическую культуру? Но здесь тоже самый такой же ответ. У вас будет первое собрание, вводное, вам расскажут, какая обувь считается спортивной, какая не считается, что нужно из инвентаря, исходя из того вида спорта, которым вы будете заниматься. Здесь это тоже все на первом собрании будет решаться. Так, для тех, кто поступил по квоте. Так, по поводу вопросов про заселение оставим чуть-чуть на попозже. Так, через какую программу выходить на пары Skype или Zoom? Здесь тоже уже будет зависеть от предмета. Здесь вообще все обучаются, у нас есть своя система дистанционного обучения, там тоже есть возможность видеоконференции, поэтому я думаю, здесь на первых тоже занятиях вам все, каждый преподаватель будет объяснять, что, где и как, куда зайти, через что зайти, что нужно будет сделать. Так, можно ли после второго курса платникам перейти на бюджет? У нас процедура перевода на бюджет происходит 2 раза в год. Перейти на бюджет действительно можно, но есть несколько условий. Во-первых, должно быть вакантное бюджетное место. Именно тогда вы сможете занять это место. И при условии, что у вас в успеваемости нет неудовлетворительных оценок. То есть нужно сессию закрыть желательно на отлично. Бывает ситуация хорошо, отлично, но здесь нужно смотреть в зависимости от ваших конкурентов, потому что обычно на одно бюджетное место бывает несколько претендентов. Так, можно после зачисления привести оригиналы. Оригиналы можно и нужно всем бюджетникам будет привести до следующего 1 сентября. То есть вот мы вас зачислим, 1 сентября начинается учебный год, и если вы к следующему 1 сентября не привезете оригиналы документов, то мы будем вынуждены вас отчислить, к сожалению. Поэтому очень внимательно к этому вопросу тоже отнеситесь, не забудьте привести свои оригиналы. Так, необходим ли ноутбук для обучения? Ну, прямо конкретно ноутбук не могу сказать, но какой-то компьютер вам нужен будет, это точно. Так, насчет карточки про стипендию, сейчас даже не знаю, на какие карточки у нас. Банк ВТБ? Банк ВТБ, у нас вот, да, традиционно, в принципе, он давно с нами. Так, если подал согласие на 2 специальности, нужно отказаться от одной специальности. Да, действительно, у вас должно быть одно действительное согласие, иначе мы не сможем вас зачислить одновременно на 2 специальности. Поэтому нужно сесть, подумать и определиться, какая специальность вам больше нравится и по какой больше шансов пройти на бюджет. Так, можно ли подать согласие на бюджет, а потом, если не пройду, на платное? Да, можно. Вы сейчас смотрите свои конкурсные списки, даете согласие, потому что вдруг у вас там буквально несколько человек перед вами, и вдруг они в последний момент уйдут с конкурсных списков, и вы действительно подниметесь в рейтинге. И есть смысл пока ставить согласие на бюджет. Потом у вас будет немножко времени. У нас следующий идет... Вот мы 11 августа завершаем прием согласия по бюджету на бакалавриат, а 28 августа по коммерции, поэтому у вас будет достаточно времени еще подумать и переставить свое согласие. Так, стипендия только на очном обучении или на заочном тоже? Нет, стипендия предусмотрена только для студентов очной формы обучения.
Так, нужно ли иметь справку о медосмотре при подаче оригиналов, документов? Нет, при поступлении нам никакие медицинские справки не нужны. В течение первого года у вас будет организована процедура прохождения медосмотра в поликлинике, так что не переживайте, все будет. Так, размер стипендий здесь тоже попозже мы осветим. Про собрание тоже чуть-чуть попозже следующий мой гость вам расскажет. Так, куда отдавать оригинал документов? В комиссию также. Да, вам нужно подъехать будет во второй корпус и найти приемную комиссию, это 100-й кабинет. Ну, либо спросите у любого консультанта, они вам помогут и даже могут у вас принять оригинал и выдать вам расписку. Так, когда результаты поступления для заочников? Если по бакалавриату, то у нас 27 августа будет последняя дата приема заявления о согласии, поэтому, в принципе, вот на эту дату ориентируйтесь, уже будет более-менее понятно. Так, тут опять про стипендию. Так, результаты на бюджет для первокурсников уже известны. Нет, у нас известны результаты зачисления на бюджет только те, кто поступал по особой квоте. Это инвалиды, дети-сироты, это наши целевики. И те, кто поступали без вступительных испытаний, это победители Всероссийской олимпиады школьников. Вот они уже зачислены, приказы уже висят, с ними можно ознакомиться. Так, если подал согласие онлайн, то заявление привозить. Нет, заявление вы можете привезти попозже, когда будете привозить свой оригинал аттестата. Вместе с ним как раз-таки заявление и захватите. Ну, в принципе, наверное, на этом пока все. Я думаю, что могу уже перейти к своим гостям, которые как раз-таки осветят те вопросы, которые я оставила пока без внимания. И позвольте мне представить. Начальник отдела социальной и психологической поддержки обучающихся Мирсоетова Лисяна Анваровна. Она как раз-таки нам расскажет про стипендии, мероприятия, все, что вот вам так раз-таки хочется узнать. Да, добрый день. Да, вот уже, наверное, можно дать вам слово. Хорошо, давайте. Добрый день, уважаемые участники. Что же ожидает студентов, которые поступили к нам на первый курс? И тех, кто уже прошел по особой квоте и по целевым местам, да, на целевые места, и тех, кто будет зачислен основным приказом 17 числа. Есть такой так называемый перечень основных мероприятий, о которых мне хотелось бы вам рассказать подробнее. Что это значит? Но в первую очередь это для тех студентов, которые являются иногородними, заселение в общежитие. Об этом вам конкретно расскажет директор студенческого городка Гульнас Разилевна. Поэтому отдельно останавливаться не буду. Следующее, что вас ожидает, это необходимо будет встать на воинский учет в мобилизационном отделе нашего университета. Это для тех, кто является военно обязанным. Я не говорю юноши, почему? Потому что у нас и девушки бывают военно обязанными. Следующий момент, на который нужно обратить внимание, и вопрос тоже об этом был, будет ли медосмотр? Да, обязательно будет медосмотр для студентов, которые к нам поступили, и для бюджета, и для коммерции. Медосмотр проводит поликлиника номер 1, точнее будет проходить в студенческом медицинском центре. Какой пакет документов нужно будет вам с собой взять, и в какие даты, это все будет указано в графике. Какой еще момент? Значит, вам нужно будет всем, кто поступил на первый курс, пройти тестирование. Так называемое входное тестирование, которое направлено на определение уровня устойчивости обучающихся, на то, чтобы понять, насколько вы стрессоустойчивы. А это нужно для того, чтобы вы сумели пройти успешно адаптацию к новым условиям обучения. Тестирование проходит в онлайн-режиме, ссылку вам предложат представители вашего факультета, поэтому это тоже все будет обозначено в графике. В нашем университете пропускная система, поэтому вам нужно будет получить электронный пропуск, причем строго по графику лучше это делать. Подходить со своим факультетом, обозначенное место, это будет второй корпус, куда вы подавали документы, и получить этот пропуск для того, чтобы вы могли проходить и учебные корпуса, и те, кто заселяется в общежитие. И еще один момент, на который нужно обратить внимание, это летний лагерь, который мы назвали «Движение». Летний лагерь планируется 30-31 августа. Этот лагерь направлен на то, чтобы познакомить вас поближе с представителями факультета, с руководством факультета, с вашими старшими друзьями, да, старшекурсниками, с правилами поведения в нашем университете,
Будут проводиться различные игры на командообразование, будут знакомства с представителями различных творческих, спортивных коллективов. И в целом будем говорить о том, чем можно заниматься в нашем университете, какая есть поддержка для вас, как вы можете развиваться в нашем университете. Еще раз повторю, что график мероприятий, о которых я сейчас говорила, это все освещено в графике, и этот график сам будет доступен в дни выхода приказа о зачислении, основного приказа 17 числа. Но в целом у меня все, можно пройтись по вопросам. Да, давайте посмотрим, которые не раскрыли. Там был вопрос про объем стипендий, по-моему, можете сейчас сориентировать? На сегодняшний день стипендия студентов первого курса до первой промежуточной аттестации 2019 рублей. В сентябре планируется повышение стипендий. А вот есть еще, вот я знаю, различные дополнительные стипендии. Какие бывают, кому можно их получать? Здесь еще был вопрос от студентов, если они поступили по особой квоте, какие у них будут выплаты. Вот для тех студентов, которые поступили по особой квоте, а мы знаем, что это студенты с особенностями здоровья, так ведь, или студенты, которые потеряли родителей, то надо сказать, что студенты, которые остались без родителей, у нас зачисляются на полное гособеспечение, и им выплачиваются специальные пособия. Конкретно по этому случаю можно будет переговорить тогда, когда вы подойдете с пакетом документов в департамент по воспитательной работе для того, чтобы мы могли принять у вас заявление и включить вас в приказ на зачисление на полное гособеспечение. Что касается студентов с особенностями здоровья, эти студенты имеют право получать государственную социальную стипендию. Обратите внимание, пожалуйста, что стипендия выплачивается студентам очной формы обучения бюджетной основы. Кроме того, наши студенты могут претендовать на получение материальной помощи. Но здесь надо обратить внимание, что это студенты, которые являются нуждающимися. Так. Так, а вот какие дополнительные еще есть какие-то возможности получить? После прохождения первой промежуточной аттестации, если студент-первокурсник сдал сессию на хорошо и отлично, является он студентом из особой категории или студентом малоимущим, он может претендовать на повышенную государственную социальную стипендию, размер которой приравнивается к прожиточному минимуму на сегодняшний день. То есть есть стимул для тех, кто хочет учиться, проявить себя и получать такую стипендию. Вот еще был вопрос, до какого числа первое собрание. Наверное, есть смысл сказать, что нужно для этого первого собрания, нужно ли что-то привозить, кроме себя? Ну, в первую очередь, конечно же, себя. В первую очередь, конечно, себя. После того, как пройдет адаптационный лагерь движения, 1 числа у вас будет собрание и на факультетах, так ведь? И вот как раз это и будет первое собрание. До этого вы будете встречаться с представителями своего факультета и на медосмотре, и во время заселения в общежитие. То есть вас будут сопровождать. Вы не будете предоставлены сами себе. Ну, наверное, пока этот блок закроем. Если что, мы работаем в прямом эфире. Можно писать, еще задавать свои вопросы. Мы обязательно в конце еще раз пройдемся, посмотрим, какие остались неотвеченные, и постараемся еще раз все вам рассказать. Следующая моя гостья, которую хотелось бы представить, это директор студенческого городка Хазиева Гульнас Разилевна. Она как раз-таки у нас ведает вопросами заселения. Расскажите нам, пожалуйста, что нужно, как это будет происходить, какие даты и все, что нужно привести абитуриентам при заселении. Спасибо. Всем доброго дня. Всех интересующие вопросы — это когда же начнется заселение. Заселение у нас начинается с 23 августа, с понедельника. Заселение у нас происходит по факультетам. Общежитие мы предоставляем иногородним студентам, очной формы обучения, как на коммерческой основе, так и на бюджетной. Вот. На заселение вам нужно будет приехать с готовыми документами. Перечень документов будет выложен в группе студгородка, также на сайте университета. Но также я вас ознакомлю, что у вас было. Получается, на заселение вам нужно будет провести заявление на предоставление койко-места, 2 договора, распечатанный, заполненный ордер, также распечатанный, заполненный 6 фотографий 3×4,
оригинал паспорта, результат флюорографии. Весь этот перечень документов будет также в графике для первокурсников и также на сайте университета и в группе студгородка. Вот. Так. Какие вопросы были? Вот еще у нас обычно спрашивают абитуриенты, по факультетам проживание организовано Да, или как-то вот по-другому, есть какая-то смешанная, у колледж, вот, например, где будет проживать, вот эти вот вопросы еще поясните. Получается, в этом году у нас будет функционировать 4 общежития. Третье общежитие у нас будет жить, естественно, географический факультет плюс колледж. В четвертом общежитии будет заселяться физмат, Институт физической культуры. Институт физики, математики и нанотехнологий. Да, художественно-графический факультет, факультет психологии, Институт педагогики. В пятом общежитии будет заселяться у нас Институт физической культуры и Институт исторического и правового социально-гуманитарного образования. Шестое общежитие — факультет башкирской филологии и Институт филологического образования и межкультурной коммуникации. И в седьмом общежитии у нас живет чисто колледж. Вот. Там вот в колледже, я знаю, есть особенности, да, то, что несовершеннолетние студенты, да, вот уже, они потом, когда им исполняется 18 лет, они куда-то в другое уже общежитие переселяются. Да. То есть изначально они живут в седьмом, да, будут? Изначально, да, все первокурсники, которым нет 18 после 9 класса, после 9 именно, они живут, да, в седьмом общежитии, рядом с своим учебным корпусом. Очень удобно. Да. Так, если есть еще вопросы по этим блокам, пишите, мы еще пока с вами. Я так раз-таки поясню некоторые нюансы, вот, которые были вопросы, и мне тут дали такие развернутые ответы, я думаю, так раз-таки сейчас для вас их озвучу. По поводу системы дистанционного обучения, вот мне здесь подсказывают, что в начале года у вас будет специальное обучение, на котором вас всему этому научат, зарегистрируют, покажут, как всем этим пользоваться. Дальше насчет после тех, кто будет обучаться после колледжа, как будет оформляться перезачет. Здесь нужно, вот пишут, по личному заявлению студента в деканате может быть представлена такая возможность. То есть, как я уже говорила, все такие вопросы и нюансы нужно будет уже решить в своем деканате, когда вы придете, ну, либо 1 сентября, да, там первая ваша встреча, когда будет по графику, там вам уже на эти вопросы тоже помогут найти ответы. Так, насчет выбора языка по лингвистике. В конце первого курса студенты самостоятельно делают выбор. Скорее всего, это тоже будет происходить в форме заявления. Поэтому у вас будет полгода на вот эту вот процедуру подумать, какой второй язык вы захотите изучать. Так, когда начинается заочное обучение? Ответ. Графики учебного процесса к 1 сентября будут размещены на сайте университета в разделе «Сведения об образовательной организации» в разделе «Образование». Поэтому там вы уже конкретно сможете узнать, когда у вас сессия, там, в сентябре, в октябре или в ноябре. Так, здесь большое спасибо вот человеку, который мне подсказки помог ответить на ваши вопросы. Так, здесь как раз-таки поступили вопросы, касаемые общежития. Да? Сколько будет стоить общежитие? Есть уже примерный диапазон цен? Да, 3-е, 7-е общежитие у нас будет 1063 рубля, 4-е, 6-е общежитие 1368 и 5-е общежитие 1468. Угу. Так, насчет заочников. Будет первое собрание в сентябре. У заочников немножко другая система обучения. Вас, вот когда ваша первая сессия будет, она точно не в сентябре. У вас маловероятно, что будет в сентябре, она где-то октябрь-ноябрь. Вам будут выдавать справки вызова тем, кто работает, вас будут приглашать. И вот как раз, когда вы приедете на первую сессию, на первом занятии, обычно как раз-таки проходит первое собрание. Так, есть ли возможность заселиться в двухместную комнату? Но это вам нужно ознакомиться с положением о заселении в общежитие. Оно есть на сайте университета в общем доступности. Можете зайти, ознакомиться. Угу. Так, на заселение до какого числа нужно? Здесь уже говорили, да, что до 23-го начинается, а до какого, видимо, до какого заселяются? В течение этой недели. 23-го. То есть в течение недели, после 23-го недели идет заселение? До 26-го. До 26-го, так. Договора можно взять на сайте университета, либо в группе ВКонтакте, мы все разместим. Угу. Так, дальше. Так, график заселения тут уже ближе
в 23-м, я так понимаю, конкретно уже. График заселения, когда первый приказ 17 числа выйдет, тогда и разместим. Ну, тогда, да, ждем первый приказ 17 числа, и дальше уже готовимся к заселению, собираем вещи. Так, дальше. Заселяют ли не только иногородних, но с другого района, с села, к примеру? Ну, другой район призывает на иногородний студент. Да, здесь, может быть, пояснить, абитуриенты не первый раз поступают, а иногородние — это все, кто у нас проживает не в городе Уфа. То есть место прописки не город Уфа. Все остальное у нас считается иногородним, правильно? Плюс иностранные граждане, они тоже заселяются у нас в общежитии. У них, по-моему, немножко другой, да, там другие условия будут проживания, они более концентрированно проживают. Но это тоже зависит от факультета. Так, дальше еще у нас есть еще? Так. Выше были вопросы. Так, насчет приспособлены ли общежития для лиц ОВЗ. Тут, наверное, зависит от нозологии, да? Нужно смотреть, какая нозология, и смотря какое общежитие. Да. Вот поэтому здесь, если уточните, попробуем. Если есть такие вопросы, можно подойти, это в индивидуальном порядке можно решить. Если что, может быть, телефон продиктуйте, если что, такие вопросы, городской номер, чтобы можно было уточнить. Да, можно записать на городской номер наш, это 246 98 06. То есть вы можете с 8:30 до 7 вечера в рабочее время звонить, узнавать все ваши вопросы. Также можете написать в группе Студгородка. Угу. Так, если учишься на дистанционном и поступил по особой квоте, тоже платят? Я так понимаю, это те выплаты, которые положены таким категориям, платят? Я тоже так понимаю, что это говорится о стипендии. Действительно, если ты студент очной формы обучения бюджетной основы, до первой сессии будешь получать академическую стипендию обязательно. Но если после первой сессии у вас появилась оценка удовлетворительна, то, соответственно, академическую стипендию вы получать не будете. Но если вы студент, который поступил по особой квоте, то социальная стипендия у вас будет. И на заочке тоже будет? На заочке нет, Нет. только очка, бюджет. Угу. Очка, бюджет. Так, нужно ли сдавать тест, о котором только что говорили, людям с инвалидностью? Я так понимаю, это входные тестирования, Да, правильно? входное тестирование проходят все студенты, и бюджет, и коммерция обязательно. Это онлайн-тестирование, поэтому вы не пугайтесь, там вопросов не так много. Значит, вам будет предоставлена ссылка. Вы по этой ссылке проходите, буквально 20 минут времени вашего займет. И несложный абсолютно тест. Далее уже результаты этого теста обрабатывает наш психолог. И если есть необходимость, дает какие-то рекомендации. Я так понимаю, здесь вопрос в том плане, что если, допустим, абитуриент, студент уже, да, первокурсник, слабовидящий, наверное, можно ли ему воспользоваться помощью помощника, тьютера? Конечно, конечно. Можно. Допустимо, да. Так, тут такой вот вопрос интересный. С баллом 4,7 есть ли возможность поступить после 9 класса на педагога начальных классов? Здесь вот так сразу не смогу ответить, потому что нужно смотреть, сколько там сдано оригиналов, сколько согласий. Это вы можете сами сделать. Просто открываете списки, смотрите, у кого сдан оригинал и дано согласие на зачисление, сколько таких человек. Если таких человек перед вами меньше, чем количество бюджетных мест, у вас шансы есть. Здесь вообще лучше, конечно, с колледжем прям напрямую вести переговоры, потому что здесь своя особенность, поэтому лучше по телефону колледжа, приемная комиссия колледжа есть отдельно на сайте, можете отдельно с ними связываться. Дальше у нас вопрос. Так, а если ты уже прошел медосмотр и есть справка со всеми подписями, нужно ли проходить его еще раз? В любом случае, когда вы к нам приходите, вы идете в наш студенческий медицинский центр для того, чтобы ваши данные были в нашей поликлинике, потому что медосмотр мы проводим для того, чтобы, во-первых, была диагностика определенная, да, чтобы мы имели представление, во-вторых, определяют группу здоровья для занятий физической культурой. И помимо этого, занятия в нашем бассейне тоже нужно, для того, чтобы проходить на занятия в бассейне, нужно предоставлять справку. Поэтому в любом случае нужно будет пройти со своей группой на медосмотр, и там уже показаться специалистом. Угу. Так, дальше. Если подали согласие на платное обучение, когда привезете оригиналы и оплачивать? Здесь я еще раз напомню то, что говорила ранее. Здесь, во-первых, чтобы мы вас увидели, что вы хотите учиться на платно, вам нужно в своем личном кабинете подать нам заявку. Это в графе «Договор на платное обучение». Мы вам вышлем в ответ договор оформленный, вы его распечатываете, подписываете. Там будут у вас указаны реквизиты,
по которым нужно будет оплатить. Вы идете в банк, здесь там у вас будет подсказка, какие банки принимают. Вот, например, Сбербанк онлайн можно оплатить, Уралсибом можно оплатить, там наши реквизиты все хорошо выходят, никаких проблем не будет. И уже когда есть на руках квитанция и подписанный договор, вы уже можете привозить оригинал. Это значит, что уже как бы это гарантия того, что вы попадете в приказ на коммерческое зачисление. Так, в музыкальном отделении должен быть вступительный экзамен. Как он должен проходить? Я про колледж. Здесь могу сразу сказать, что по всем экзаменам, и бакалавриату, и магистратуре, и колледжу есть у нас записи консультаций. Зайдите на наш YouTube-канал, просто в строку поиска вбивайте БГПУ YouTube-канал, он там выходит, и есть там подборка, так и называется, консультации к вступительным экзаменам. Там все есть, вы можете посмотреть, там даже на уже какие-то вопросы, ответы наверняка тоже есть. Поэтому посмотрите YouTube-канал. Так, а где проходить тесты? Я так понимаю, тоже про вот эти вот первичные, да, это все онлайн, тестирование, да, это все в онлайн формате. Вам, я еще раз говорю, будет предложена ссылка, вы по ней пройдете, вы можете это делать дома. Главное пройти вовремя, когда вам скажут, вот вам дают команду, ребят, пожалуйста, пройдите. Вам нужно будет в тот момент, не откладывая, пройти, потому что потом далее результаты ваши передаются уже психологу. Так, дальше, 28 августа, суббота, будут ли оформлять договора на платное обучение 28-29 августа. Да, мы до 1 сентября работаем без выходных с 9 до 6, поэтому можно будет в любое время приехать, все, что нужно, здесь вопросы решить, поэтому проблем не будет. Так, как получить пропуск? Но здесь уже тоже говорили, по графику каждый факультет будет в определенный день, назначена вот эта встреча с человеком, который выдает эти пропуска, они выдаются во втором корпусе, на втором этаже, 200-й, по-моему, кабинет. 201 кабинет, да, там тоже по спискам, по приказам вас будут в корпус допускать, поэтому здесь очень важно не приходить вне очереди, потому что это будет создавать лишние пробки, поэтому именно обращайте внимание на тот график, на те дни, которые определены для вашего факультета. Так, группы кем-то курируются. Да, у вас у каждой группы первошей есть, ну, раньше это называлось куратор, теперь это называется педагог по дополнительного образования, который вам как раз-таки, вас и будет сопровождать в течение первого года, все рассказывать, что, где, когда, куда нужно, как все устроено в университете. Поэтому вот этот человек есть, не переживайте, вы не потеряетесь. Так, медосмотр для колледжа нужен, в первой поликлинике нужен? Сейчас мы говорим только о тех студентах, которые поступают в университет. То есть это на программу бакалавриата? Да. И специалитет. Но специалитета в этом году нет, поэтому у нас только пока бакалавриат. Специалитет будет на следующий год. Так, почему не работает электронная подача согласия через личный кабинет? Здесь нужно проверить, возможно, что-то технически, либо у вас уже стоят все согласия на все специальности, у вас просто эта кнопка стала неактивной. Если конкретно, можете позвонить на горячую линию 289-9999, и уже здесь с техником, с нашим проконсультироваться, либо написать на нашу почту приемной комиссии bspu.pk@mail.ru. Здесь тоже, если есть какие-то прям скрины, лучше делайте подтверждение, да, что у вас не работает в личном кабинете, прям сделайте скрин, либо фотографию и пришлите. Тогда мы уже разберемся более предметно. Так, если я подала на 2 специальности, оригинал передала в приемную комиссию, на первом месте ЗИУ поставили, если пройду, тоже на ПСУ. Так, увести в какой... Ну, вообще, перед тем, как формировать приказ на зачисление, все абитуриенты прозваниваются, еще раз уточняется, какую точно специальность вы хотите выбрать. Поэтому по колледжу могу, наверное, немножко пока успокоить, там еще идет до 15 августа прием документов, поэтому пока подождите до 15 августа, а после 15 уже можно более детально смотреть списки, конкурсную ситуацию. Здесь вот еще не поступило такого вопроса, но очень часто поступает на горячую линию. Многие спрашивают, что будет, если, например, у абитуриентов нескольких одинаковое количество баллов. Это касается, в принципе, вот в основном бакалавриата, да, такая ситуация бывает. Здесь смотрится дальше следующим как бы уровнем средний балл аттестата. Если он не помог, то там у нас тоже есть уже такая прописанная линейка документов, которые могут сыграть в пользу абитуриента и выбрать его выше в статус, чем другой абитуриент. Но поэтому вот многие просто переживают, если ваши средние баллы в аттестате выше, то шансов у вас в случае спорной ситуации тоже выше.
Так, можно ли с очной формы бюджет первого курса перейти на заочную форму обучения бюджет в любом другом курсе? Здесь, смотрите, бюджетные места даются на конкретную форму обучения, на конкретную специальность. Если вы хотите перейти с первого курса со своей специальности на другую и на бюджет, тогда там должно быть вакантное место, то есть оттуда должен кто-то отчислиться. Вы со своим местом не сможете перейти на другую специальность и на другую форму обучения, поэтому либо на коммерцию переходите и ждете, когда там кто-то отчислится, ну, либо сразу проверяете, есть ли там бюджетные места, и уже тогда переводитесь. Так, про какого числа будет заселение, мы ответили. Так, если подал согласие онлайн, то есть заявление привозить тоже ответили. Так, ну, так, еще у нас есть новые вопросы? Так, вот насчет вопроса, да, можно ли заселиться в общежитие без вакцинации, мы же говорили, пока нет у нас никаких таких, ну, как сказать, обязывающих нормативных актов, но есть только рекомендации, поэтому в целях своей безопасности и безопасности ваших соседей рекомендуем, конечно, сделать прививку. Так, если нет 18 лет, первый курс университет, смогу ли жить в общежитии? Да, здесь уже говорили, вы будете жить в отдельном корпусе, где как раз-таки проживают несовершеннолетние студенты. Так, есть ли дополнительные факультативы в университете? Есть прям такой раздел в учебном плане, про так и называются факультативы, там разные дисциплины есть, они зависят от факультета. И, я так полагаю, немножко вопрос в другом, в плане, наверное, занятий дополнительных каких-то, да, и развития себя немножко не в учебной деятельности. Здесь у нас 25, да, более 25, насколько я знаю, различных коллективов. У нас есть волонтерский центр, у нас есть центр подготовки вожатых, поэтому если вы хотите в летний период подрабатывать, да, вожатыми в лагерях, тоже можно пройти это обучение. Этот диплом котируется по всей России, наши вожатые ездят и в Орленок, и в Артек, поэтому как один из вариантов самореализации. Также у нас есть музыкальные группы, творческие коллективы, танцевальные, спортивные. Хор у нас, по-моему, даже если не один. У нас есть свой детский садик Котов Kids, там тоже наши студенты проходят практику, вот, те, кто будут поступать на дошкольное отделение. У нас, в принципе, на каждом факультете есть такое понятие объединенный совет обучающихся. Это такой студактив, да, это по разным направлениям. Человек курирует работу со студентами на факультете, да, то есть такой студенческий актив. Это самые ответственные, самые такие креативные люди. Да, у нас есть своя собственная студия, да, студенческая студия. У нас есть те люди, которые пишут новости, полностью ведут медиа факультета. Поэтому здесь все зависит от того, что вы умеете, чему вы хотите научиться. Но свои силы уже можно приложить, я думаю, без проблем. Здесь вам помогут. Если вы что-то хотите делать на факультете, обязательно вам, конечно, помогут. И не только на факультете. Если вы хотите проявить себя, хотите развиваться, то у вас есть такая возможность участия в различного рода форумных кампаниях. Университет поддерживает, в частности, вот департамент по воспитательной работе направляет студентов в командировки такого рода. Конечно же, с обратной связью с вашей стороны. Да, это вот если кто-то слышал, да, вот Иволга, Таврида, да, вот эти вот большие форумные кампании, там наши студенты выигрывали миллионные гранты, поэтому если есть какие-то идеи, оформляйте и обязательно действуйте, да, не ждите, когда вас кто-то где-то найдет, выходите с инициативой сами на факультетах. Так, вот вопрос опять про заселение, да, если поступаем на коммерцию очно, то когда заселение? Тоже с 23 августа? Ну, по коммерции же приказ выходит чуть позже. Да, у нас приказ по коммерции 31 августа, да, значит, после выхода приказа заселения. Угу. Это также будет отображено в этом графике заселения. Все есть там. Так. С инвалидностью студентам справка обязательно нужна, потому что вы на основании этой справки будете получать социальную стипендию. Поэтому, пожалуйста, те, кто имеет такую особенность, приносите эти справки. Вы можете сдать на факультете, а лучше подойти все-таки, если есть такая возможность, в департамент по воспитательной работе, лично ко мне, оставить копию этой справки, чтобы я увидела оригинал. И, соответственно, далее мы передаем уже в отдел стипендий, который вам начисляет социальную стипендию. А вот эти справки, как часто нужно подтверждать? Они имеют срок? Если бессрочно, то один раз приносят, и этого достаточно. Если имеют срок определенный, то есть у вас переосвидетельствование, после переосвидетельства нужно будет принести новую справку. Иначе социальная стипендия уже
не выплачивать, потому что основание заканчивается. Мгм. Так, тут вот идет вопрос про летний лагерь. Можно подробнее о датах и о событиях? Я так понимаю, программа вот этого лагеря движения. Да, летний лагерь движения, как я уже говорила, направлен на то, чтобы вы могли ближе познакомиться с представителями вашего факультета, куда вы поступаете, с внутренним состоянием, скажем так, да, университета, вообще, каковы правила поведения в нашем вузе, что вам предложит ваш факультет, куда вы, к кому вы должны обращаться. 2 дня будет длиться этот лагерь, 30 и 31 предположительно. Ну а 1 числа, как уже говорили, у нас торжественное собрание. И далее сама учеба начинается. Но пока в целом вот так вот. Не буду программу отдельно Это пока расписывать секрет. подробно, потому что так вам будет неинтересно. Да, там действительно очень интересно. Всегда Студенты там... зажигаются, да, они все время потом дают хорошие положительные отзывы, очень много пишут, что да, мы не ожидали, так хорошо получилось, поэтому будем надеяться, что в этом году Поэтому будет не зачисляйтесь хуже, и а приходите. лучше. Так, дальше. За сколько месяцев проживания в общежитии нужно заплатить сразу? Рекомендуем оплачивать сразу за 10 месяцев, то есть до конца июня, за 1 учебный год. Мгм. Ну и, наверное, такой тоже популярный вопрос. Можно ли летом проживать в общежитии? Ну, это уже обстоятельства. Обычная информация потом в конце года появляется. А вот еще вопрос, Ближе- да, можно ли ближе. самим выбрать комнаты или распределяют? В этом году все комнаты уже будут распределены к вашему приезду. Мгм. Так, какая помощь нуждающимся организовывается университетом? Это, наверное, то, что вот касаемо матпомощи, Да, да? если студент нуждающийся, и у него есть, кстати, я видела еще вопрос о том, если семья неполная, есть ли возможность получать социальную стипендию. Вот можно эти 2 вопроса объединить. Почему? Потому что нуждающийся студент – это тот, который испытывает определенные финансовые трудности. И если он это может подтвердить либо справкой о том, что у него неполная семья, либо справкой о том, что это многодетная семья, то в первую очередь таким студентам выплачивается материальная помощь. Помимо этого, если вы студент из неполной семьи и вам отдел соцподдержки выдал справку, что вы получатель государственной социальной помощи, то вы имеете право получать социальную стипендию. Имейте, пожалуйста, это в виду. А вот отдельно у нас еще есть правком студентов. Он тоже дополнительно Он может тоже, что-то да, оказывать? он тоже оказывает материальную помощь, но в первую очередь тем студентам, которые зачислены на коммерческой основе. Потому что материальная помощь и стипендии, как вы поняли, выплачиваются студентам очной формы обучения в бюджетной основе. Так, зачислили по квоте. Вопрос, когда будет работать деканат, чтобы написать заявление. Ваши все заявления можно будет написать только с 1 сентября, когда вы уже придете, когда полностью деканат будет работать, потому что пока у нас приемная комиссия идет до 1 сентября, еще личные дела не сформированы и на факультет не передан. Поэтому вот с 1 сентября все полностью уже деканат будет знать всех своих студентов, и тогда вы уже можете прийти в 3-й корпус, наверное, здесь вот если это ИФОМК 3-й корпус, физмат ЕГЭ 2-й корпус, все зависит от вашего факультета. Поэтому можно будет с 1 сентября, ну, либо там вам уже сориентируют на первом вашем собрании. Так, к нуждающимся относятся студенты из неполной семьи, где есть только мама. Ну вот на этот вопрос Да, я как был раз уже, и да. ответила, да. Так, насчет повторного медосмотра тоже уже сказали. Да. Без вакцинации ответили. Так, для студентов из неполной семьи ответили. Мгм. Так, еще был вопрос, вот я видела, что насчет, можно ли оплачивать не сразу, только не уточнили, что общежитие или стоимость обучения. Если касается стоимости обучения, можно платить за год, можно платить за полугодие и можно платить по кварталам. Это только нужно обязательно учтите, если вы платите раз в квартал, то значит у вас не должно быть задержек по оплате. То есть вот как для себя установили эту оплату, так вот четко после следующих, когда время оплаты приходит, вы должны сразу оплатить, иначе вы будете в списке должников. Это не очень хорошая ситуация. Так, дальше. Онлайн-куратор будет? Нет, онлайн-куратора нет. У нас есть куратор, который будет на факультете с вами работать. А то, что касается онлайн, у вас будет несколько занятий, на которых вас научат пользоваться нашими системами, в которых работает университет. И дальше с вами уже будет работать конкретный преподаватель, который ведет дисциплину. Поэтому по опыту обычно не очень много вопросов возникает, все решается в рабочем порядке. Так,
до какого числа пройти медосмотр и можно адрес. Здесь уже сказать, что поликлиника номер 1. Насчет числа это уже будет график по факультетам. Здесь тоже следите за И информацией. еще обратите, пожалуйста, внимание, не нужно проходить медосмотр отдельно от группы, потому что вот вы подходите со своим факультетом согласно списку, и вас прикрепляют к тому или иному терапевту. В тот момент, когда вы обучаетесь у нас в университете, этот терапевт, соответственно, ведет вас. Поэтому нужно идти со своей группой в свой день. Заранее не нужно. Так, следующее. Вот почему в колледж не взяли индивидуальные достижения грамоты? Здесь могу ответить, что по порядку приема в колледж никакие индивидуальные достижения там не учитываются. Там единственное у вас может быть учитываться в качестве такого приоритета, если у вас есть договор о целевом обучении. Все остальное идет зачисление по рейтингу среднего балла аттестата. Так, я не услышала, какого числа заселения в общежитие. 23-го, да? 23 августа начинается и в течение недели идет. Так, проживание в общежитии платно для всех, даже для целевиков? Ну, для целевиков, да, платно. Единственное, там отдельная категория для сирот, для инвалидов. Ну, то есть это целевики, скажу сразу, они не относятся к каким-то особенным категориям в этом плане, они как обычные бюджетники. Из ваших преимуществ то, что у вас есть какая-то поддержка от вашего заказчика, и у вас, конечно, есть гарантированное рабочее место после того, как вы получите диплом. Поэтому здесь как бы у вас свои есть плюсы, а так вы обычные бюджетные студенты со всеми стипендиями, льготами, и все, что там положено обычному бюджетнику, это у вас тоже сохраняется. Так, есть и комендантский час в общежитиях для совершеннолетних. В общежитиях в связи с нестабильной эпидситуацией у нас ограничен вход-выход с 23:00 до 6 утра. Так, есть какие-то предписания к форме. Я так полагаю, это к внешнему виду, но здесь обычный классический дресс-код и правила поведения как бы в образовательной организации, ничего нового, обычный этикет. Так, если ДЦП, как подрабатывать в университете? Здесь, конечно, по диагнозу сложно ответить. Здесь нужно знать, что вы хотите делать, какую работу бы вы хотели. Если что, у меня в управлении есть специалист по трудоустройству, можно будет обратиться после того, как вы зачислитесь. И если вдруг поймете, что хотите подрабатывать, потому что, наверное, на первом курсе я бы не советовала этого делать в плане того, что вы еще адаптируетесь, у вас очень будет много, наверное, вопросов к учебному процессу, тем более нагрузка разная, новые предметы, все новое, и еще, если еще хотите подрабатывать, наверное, немножко сложно будет, но это, конечно, решать вам. Здесь нужно будет подойти к нам в первый корпус, 207 кабинет, здесь будет специалист Людмила Витальевна, она поможет вам подобрать вакансии, посмотрим, что есть, что вы хотите и что рынок труда предлагает. Так, в общежитии нужен медосмотр? В общежитии нужен батрустат флюорографии. То есть только справка, или что там, квиточек, да, флюорография. Так, на общежитии можно найти на сайте. Да, здесь будет все вывешено, сказали, и на сайте, и в группе ВКонтакте. Так, кто будет учиться на коммерциях, у них будет возможность участвовать в лагере. Будет возможность? Да, конечно. Будет. У нас, в принципе, будет список тех, кто уже оплатил и заключил договоры, поэтому мы передадим, и я не думаю, что будут какие-то проблемы с допуском на лагерь. Уже будут знать, да, поэтому... Так, начало учебы дистанционно. Ну, вроде пока не было, да, у нас таких распоряжений, поэтому пока ориентируемся на очный формат. Когда можно привести так оригиналы, если поступили на коммерцию? Как я уже говорила, после того, как вы оплатили, заключили договор, можно будет привести оригинал. Так, можно ли поступить в следующем году на физкультуру после 11 класса в колледж? Здесь пока рано говорить, наверное, 1 октября... 1 октября этого года будет утверждаться перечень специальностей на следующий учебный год. И как раз-таки будет указано, на базе скольких классов это будет происходить, где будет бюджет, где будет только коммерческий набор. Поэтому пока это рано, но специальность точно будет открываться в следующем году. Она имеет обычное финансирование у нас и федеральное, и региональное, поэтому там мест достаточно много. Я думаю, что ориентироваться уже на эту специальность можно. Только единственное, надо будет посмотреть, будет ли набор на базе 11 классов. Так, если что, на базе 11 классов у нас в университете точно будет специальность, бакалавриат. Есть 4-летняя программа «Физическая культура» и есть 5-летняя программа «Физическая культура, безопасность жизни и деятельности». Они классические, на них постоянно у нас есть набор. Не думаю, что мы их будем менять, поэтому, если что, на базе 11 классов там будет как минимум 2 группы по 20-25 человек, поэтому шансы поступить тоже хорошие. Сколько нужно будет платить за общежитие? Так, это мы, по-моему, отвечали. Так, дальше. Так, а можно заселиться в общежитие, а жить в квартире?
Или наоборот. Если вы заселяетесь и оформляете документы общежития, то вы должны там жить. А если нет, если не собираетесь проживать, то обязательно должны прийти договор расторгнуть, иначе будет оплата идти. Мгм. То есть здесь, кстати, да, наши дорогие студенты, да, почти студенты, кто-то уже студент, обратите внимание на то, что вы уже взрослые, и вы уже несете ответственность, да, здесь, в университете, за свое поведение. И вы уже здесь у нас являетесь юридическим таким субъектом, который и сам заключает договор, который сам за себя несет ответственность. Поэтому очень внимательно к этим бумажкам отнеситесь, не оставляйте эти моменты до последнего. Потому что у многих потом бывает в конце года «я не знал», Да. я забыл, я еще что-то, поэтому сразу, если есть вопросы какие-то, сразу спрашивайте, уточняйте. Так, студентам по особой квоте тоже платить за общежитие? Ну, особую квоту смотря, что подразумевает. Это у нас инвалиды, сироты, Нет, они на бесплатной основе. бесплатно. Мгм. Так, адрес прохождения медосмотра. Здесь тоже пока не будем говорить, это поликлиника номер 1. У вас по графику вместе со своей группой проходите медосмотр. Так, мне нужно распечатать заявление, договор и ордер, с этими документами приехать и заселиться, так? Правильно. Все правильно говорят. Так. Дальше. В каких числах начинается обучение для очно-заочной формы? Здесь зависит от факультета. В основном очно-заочная форма приближена к очке, соответственно, будет с 1 сентября. Поэтому смотрите тоже за новостями факультета. Дальше. Так, нужно ли привозить документы до конкурса? Так, здесь вопрос непонятен, наверное, имейте в виду оригинал. В принципе, если вы уверены в своей позиции, вот бюджет, да, то уже можно сдать оригинал. Так, говорите что-нибудь об иностранцах. Ну, здесь, в принципе, иностранцы такие же студенты, их касаются все те же правила и проживания, и обучения. Единственное, здесь, наверное, есть у нас что-то отдельно по иностранным гражданам, вот я знаю, что они отдельно проживают. Нет, Нет, также. сейчас так же. Ну, компактно стараются это. Ну, более компактно, да, что нет такого, что вы совсем в разных корпусах все будете. Если есть какой-то конкретный вопрос, можете написать, что именно интересует. Если вы поступаете на бюджет, у вас также будет стипендия. Если вы поступаете на коммерцию, то, соответственно, у вас к вам те же требования, как к обычным студентам коммерческим, вовремя платить. И обязательно, конечно же, желательно сдавать сессию, чтобы завершить свое обучение. Так, с инвалидностью тоже идут с той же группой на медосмотр? Ну, вообще, да, но смотря какая нозология. Если ситуация такая, что вы не можете с группой, то, возможно, рассматривать индивидуальный порядок. Но все зависит от сложности нозологии. Если у вас очень такие незначительные какие-то проблемы со здоровьем, то со своей группой. Если прям сложные формы заболеваний, да, что нужно или сопровождение, да, что-то вот отдельно, тогда нужно будет договориться об отдельном дне Конечно. на прохождение. Можно маленьких животных в общежитии и хомячков. Но, к сожалению, маленьких животных и больших тоже нельзя заводить. Так, до какого числа можно заключить договор о коммерции? Здесь обратите внимание, если мы про бакалавриат, очная форма обучения, то у нас до 28 августа, 31 августа уже будет приказ. Если про магистратуру, здесь у нас про бюджет, так, коммерцию, да, спрашиваю, то очная и очно-заочная до 28 августа, а если заочная форма обучения, то 28 сентября. Так, повторить просят стоимость за общежитие в год. Стоимость общежития за год получается 3-7 общежитие 1063 рубля в месяц, 4-6 это 1368 рублей также в месяц и 5 1468 рублей в месяц. Это рассчитывайте, умножайте на 10 месяцев. Вот можно ли платить сразу за весь период обучения? Можно так? Можно, да. Но в любом случае про оплату мы подробную информацию напишем. Как, Так, сколько? если результаты флюорографии от 25 сентября 2020 года, то есть, в принципе, годичной давности, да, и указаны в справке, они подойдут для заселения? Ну, результат флюорографии действует год. Ну если, в принципе, до 25 сентября укладывать, все нормально, это ваш результат действует. Так, что там еще было? Нужно сразу за год, за полгода или за 2 месяца. Можно по месяцам, можно за год, мы уже проговорили. Так. Оплату мы озвучили за месяц. Да, здесь, обратите внимание, умножаем на 10 месяцев проживания, и потом у вас еще 2 месяца каникулы. Так,
За месяц была озвучена стоимость. Можно ли оплатить могут ли оплатить за меня другие лица? Что касаемо общежития. Могут оплатить, да, единственное, чтобы они правильно ввели ваши фамилии, имя, отчество и все ваши данные паспортные. То, что касается стоимости обучения, то же самое. И, во-первых, если вы несовершеннолетний, у вас и договор будет оформлен, скорее всего, на того, либо мама, либо папа, да, либо ваш представитель. И вы потом, если вдруг даже, в принципе, нам без разницы, да, от кого поступят деньги, если действительно все реквизиты были вбиты правильно, и у вас есть договор, и на ваш счет поступают деньги. Здесь нет никаких ограничений. Поэтому и мама, и папа, в зависимости от возможностей, могут, либо вы сами, если заработали, тоже можете за свой счет, за свое обучение заплатить. Когда можно будет увидеть списки поступающих в колледж? Здесь, вот я говорю, до 15 августа еще идет прием документов, поэтому после 15 уже можно будет этим вопросом более конкретно озадачиться. Так. С кем поговорить насчет сопровождения на медосмотр? Я так понимаю, здесь сложная форма нозологии. К кому нужно подойти? В таком случае я вас попрошу набрать наш номер телефона и персонально с вами обсудим, потому что вот вы сейчас задаете этот вопрос, значит, у вас ситуация неоднозначная. 246 32 17. Пожалуйста, завтра в течение дня наберите, мы с вами переговорим. Лисяна Анваровна, нужно будет спросить. Да, на ваши вопросы конкретные, корректные ответы. Так, учеба факультета психологии начинается ли с 1 сентября? Да, у нас все факультеты стартуют с 1 сентября, это мы говорим про очную форму обучения. Так, когда будет известен список поступивших на заочную форму обучения? Так, если вы про бакалавриат, то у нас до 16 августа идет по бюджету еще пока прием документов, рейтинги у нас будут, конкурсные списки 26 августа. Сам приказ у нас выходит, здесь зависит, если по квоте, то будет 28 августа, это опять же те, кто у нас являются сиротами, инвалидами, либо идут по целевому обучению. А общий конкурс 31 августа. Так. Так, как заключить договор на платное, если еще неизвестно, на какую специальность из 3 я пройду? Но здесь, если вы до сих пор пока не уверены, то лучше, наверное, немножко подождать хотя бы неделю, когда вы увидите более точные списки. Если у вас прям большие баллы, хороший средний балл, то уже вы можете определиться, посмотреть, где ваша позиция выше, и уже подать свою заявку на оформление договора. Так, когда нужно подавать заявление на матпомощь? Заявление на материальную помощь подается самим студентам. Возможно, к заявлению прикладывается пакет документов, который подтверждает, что он нуждающийся, да? И подаются они до 15 числа месяца. Так, следующий вопрос опять у нас про общежитие. Можно ли оставаться в общежитии на каникулы после сессии и на новогодние выходные? Обычно ближе к этому времени информация размещается, то есть нужно следить за информацией. Ну, здесь уже, да, очень далеко. Прошлогодним опытом был, да, оставляли. Ну, там наверняка есть какие-нибудь условия, поэтому здесь нужно ближе действительно к делу уже смотреть и спросить уже, наверное, в общежитии, да, там, кто главный у нас в каждом общежитии? Комендант. Заведующий общежитие. Заведующий общежитие есть. Там, наверное, всю информацию вам тоже могут подсказать. Так, где и как заключить договор на коммерцию, еще раз уточняю, у вас в личном кабинете есть пунктик слева в самом почти низу, называется договор на обучение. Вы когда туда зайдете, увидите, что есть там функция «подать заявку». Вот вам ее нужно подать, мы ее получим и сформируем вам договор. Так, можно ли сдать эссе прошлогоднее, если в том году не успел заплатить, но в списках был? Здесь вам нужно посмотреть программу вступительного испытания. Я так понимаю, что это, наверное, магистратура. Там посмотрите, какие темы заявлены по эссе, посмотрите, какие требования, и я не знаю, было ли оценено ваше эссе, но пока не вижу препятствий. Главное, чтобы все соответствовало требованию. Посмотрите обязательно. Программа вступительных испытаний находится на сайте. Если вы в магистратуру поступаете, это вкладка «Магистратура». Там есть в самом-самом низу документы размещены, и там программа вступительного испытания. Прочитайте, какие темы заявлены, какие требования. Если у вас нет противоречий, то, в принципе, как вариант. Так, дальше. Какого числа заселяются в общежитие люди на коммерции? Это был у нас уже ответ, да, после того, как выйдет приказ. Приказ у нас выходит 31 августа, и, в принципе, сразу можно будет уже заселяться.
Так, обязательно ли отозвать заявление на другие места, если ты уже зачислен? Да, конечно, иначе у вас федеральная база ФИСГе, есть такая база, которая как раз-таки смотрит всех абитуриентов. И вот у нас приходят такие документы, прям какие фамилии совпадают и в каких вузах они еще зачислены. И здесь я тоже уже говорила, что самая страшная ситуация для вас, если вдруг каждый вуз решит вас отчислить в связи с тем, что вы нарушили порядок приема. И тогда вы просто выскочите со всех вузов как отчисленные, и ничто вам, и никто уже вам не поможет. Поэтому, чтобы вот эту страшную ситуацию избежать, не для этого вы, наверное, ЕГЭ хорошо сдавали, тогда лучше отозвать из других вузов свои заявления. Тем более, если вы сидите в нескольких вузах, еще и на бюджет прошли, представляете, вы чье-то место занимаете и не дали возможность другим ребятам пройти на эти бюджетные места. Поэтому не будьте такими, освободите места для других. Так, в какое общежитие заселяют несовершеннолетних, поступивших на профиль начальное образование? Я думаю, что здесь не делится на профили, да? Начальное образование — это институт педагогики же? Нет, это в колледже, я так понимаю. Ну, есть в колледже, есть в университете. Вот здесь есть разница? Но если они в университете, если это институт педагогики, то они будут жить в 4-м общежитии. А если начальное образование колледж, то они будут жить в 7-м, после 9 класса. Так, Расписание занятий. Об этом вы узнаете. Вот у каждого факультета свое расписание. здесь можете уже, возможно, если у кого-то расписание подписано, я не думаю, наверное, что, скорее всего, ближе за неделю, наверное, до занятий вывесят. А на каждом факультете, когда вы зайдете к нам на сайт, у каждого факультета есть своя страничка, и там есть прям вкладочка расписание, и там обычно все сразу вывешивают, поэтому просто смотрите за обновлениями. Также у каждого факультета есть свои социальные сети, у них есть группа ВКонтакте, там тоже много всего интересного, и там тоже студенты еще помогают первошам. Поэтому посмотрите, может быть, есть смысл уже сейчас в эти группы вступить. Так, вы сказали, что к приезду абитуриентов всех уже распределяют по общежитиям. Значит, не обязательно приезжать 23-26, можно и позже. Обязательно нужно будет приезжать в свои дни заселения, потому что у вас в последующие дни запланированы свои мероприятия. Это получение электронного пропуска и медосмотр и так далее. Поэтому, ребята, не опаздывайте. Да, поэтому не пропускать свой день заселения обязательно. В свой день заселения нужно будет приехать. Так, ну, в принципе, это, наверное, был последний, да, вопрос? Я думаю, что можно уже, наверное, завершать наше мероприятие. Если у вас остались вопросы, вы можете их задать. У нас есть группа ВКонтакте. На нашем сайте вы видите, есть такая формочка «Задать вопрос», она работает, вы туда пишете, и буквально практически в режиме реального времени вам ответят. Можно нам писать на почту электронную bspu.pk@mail.ru. Поэтому спокойно в любом удобном формате можно задать вопросы. Если вы больше любите общаться, то звоните на горячую линию, это 289-9999. Мы тоже, горячая линия работает без выходных, поэтому тоже можно задать свой вопрос там. Так, а если какая-нибудь беседа со студентами? Беседы есть, они обычно по факультетам, также есть различные, посмотрите, в поисковик просто вбейте, я думаю, много чего интересного у вас выйдет. Есть наша официальная группа ВКонтакте, есть мы в Инстаграм, есть на YouTube, поэтому любой удобный формат, социальные сети можете выбрать для себя. Ну, наверное, сейчас вам пока более близко в сеть приемной компании, мы вас там ждем, вопросы там можно тоже задать. Мы благодарим всех за вопросы, желаем всем удачи при поступлении, и мы вас ждем в нашем Башкирском государственном педагогическом университете имени Мифтахиддина Акмуллы. До встречи! Спасибо.